Это у нас... Это у нас Xentry Diagnosis, то есть дилерская программа Mercedes-Benz. То есть правильнее всего, соответственно, диагностировать автомобиль Mercedes именно данным диагностическим оборудованием. Вот, потому что есть здесь проверочные работы, есть доп. Информация какая-нибудь, то есть все блоки, самое главное, читаются, то есть адекватно, правильно, то есть какой-нибудь там лаунч, либо там другой сканер может не все прочитать, либо перевести не так, соответственно, мы всегда используем, то есть, дилерское оборудование. То есть это официальный дилер Mercedes, допустим, пользуется им, да? Да, все верно. То есть они обновляются, то есть как, там, в год они 4 раза обновляются, да, вот, и используют ровно точно такое же предложение. Дорогая такая программа стоит? Здесь больше дороже, то есть само оборудование мультиплексор, то есть это адаптер, который непосредственно подсоединяется в OBD-разъем. Если то есть его оригинально брать, там он в районе 200-250 тысяч рублей стоит. Вот. Соответственно, ноутбук нужен мощный, там, и программа. Программы, соответственно, мы не используем там какой-то взломанный, потому что там они бывают уже полувырезанные, не работают там онлайн. То есть в нашем случае, то есть поддержка онлайн также есть при необходимости. То есть мы у своих партнеров получаем учетную запись, то есть логин, пароль, и, соответственно, через сервера далее Mercedes можем обновить тебе какой-нибудь блок. То есть в некоторых случаях, особенно на там, свежих автомобилях, там, начиная там, с 22 года, это очень необходимо. Все по фэншую, короче говоря. Да, да, все по дилерскому, все по серьезному, да. Вот здесь мы видим, то есть по ошибкам, то что пропускное воспламенение по третьему цилиндру. То есть, как мы изначально думаем, сейчас будем смотреть свечи зажигания. Если со свечой как бы все хорошо, будем гашить на катушку зажигания. Чтобы двух зайцев сразу убить, мы сейчас переставим катушку на один цилиндр, а свечку на другой цилиндр. Если в дальнейшем ошибка у нас повторяется снова по третьему цилиндру, как я и говорил, то есть это будет уже дорогостоящий ремонт, то есть надо будет головку блока цилиндра менять. То есть я тебе поэтому рассказываю, уже объемная работа будет. Все работает без ошибок, да, уже? Не троит, ошибки нету, то есть работает плавно. Погас. Окей, будем надеяться на лучшее, тогда посмотрим. Да, будем надеяться, что это свечка, либо на крае, то есть катушка зажигания. Короче, қоттасам іркілдеп тұр ғой жаңағыдай вообще. Ошибка жанып, машина прям дірілдеп, троить етіп, короче. Ты приезжаешь уже второй раз. Так. Первый раз, когда ты приезжал на диагностику, я тебе сказал, возможно, причина в головке блока цилиндра. То есть поэтому мы раскинули свечку и катушку зажигания по разным цилиндрам. Потому что у тебя свеча была в ужасном состоянии. Да. И я-то еще тогда сказал, что надо будет свечи заменить. Потому что они даже банально как бы не откручивались. Раскинули, но ошибка у тебя снова по третьему цилиндру. То есть пропуск зажигания третьего цилиндра. Так, далее по ошибке. Вот наш ВИН-номер. И ошибка была полным пропуском воспламенения третьего цилиндра. То есть мы эту ошибку убирали в тот раз, поменяли свечки на другой цилиндр, катушку на другой цилиндр. Соответственно, у нас ошибка осталась по третьему цилиндру. То есть это подтверждает как раз нашу теорию по поводу неисправности головки блока цилиндров. Сделали полную диагностику, то есть здесь это не единственная, так скажем, у тебя проблема. По основному здесь все-таки требуется замена ГБЦ. То есть известная проблема, это болезнь, это брак завода-изготовителя. То есть поэтому Mercedes
сделал ремкомплект, то есть нового образца головка блока цилиндров с измененными направляющими и измененными клапанами. Не зависит от пробега. Такое бывало у нас на пробеге 40 тысяч. То есть буквально мы недавно делали ремонт на C-классе, привезенный из Кореи. У клиента не было и 40 тысяч пробега. То есть такой же двигатель. Это у нас 264 двигатель, 4 цилиндра, соответственно турбовый двухлитровый двигатель. Стандартная процедура, то есть ничего в принципе такого сверхъестественного здесь нету, да. Кроме денег. Кроме финансов, да. Я поэтому, когда ты первый раз приехал, у меня было подозрение, я тебе сразу сказал, что возможно, тебе придется финансово хорошо вложиться. Цена вопроса. Цена вопроса в районе 340 тысяч рублей. Еба. Да, 340 тысяч рублей, это с учетом, то есть замены, одноразовых запчастей, то есть там сальники, болты, само подобное. Вот, но это не единственное, к сожалению, что необходимо здесь заменить, либо посмотреть, проверить. Есть, так скажем, вопросы по автомобилю. Так, Вот поехали. я хотел пройтись по списку. Далее у нас идет привод с промвалом. Как я и говорил, если у нас, соответственно, не выходит, меняем в сборе. Почему не выходит? Своевременно надо, то есть в профильных сервисах, либо дилер должен это делать, проверять, соответственно, подшипник, который находится у нас на промвале. Промвал у нас заходит в поддон у нас алюминиевый, вот. И со временем начинает проворачиваться уже подшипник в корпусе поддона. Съедает алюминий и доходит до того, что надо менять поддон и надо менять уже привод с полуосью. Полностью. Да, вторая проблема. Я тебе также там сфотографировал, на видео она тоже отдельно есть с комментариями. То есть в шлицевом соединении начинает ржаветь и доходит до того, что даже на прессе это невозможно никак Выбить. Да. В общем, не увенчалось успехом. На больших пробегах такое бывает. Из вот этого зацепления шлицевого соединения у нас полуось не выходит. Вот в таком состоянии находится подшипник сам. В данном случае необходимо менять полуось в сборе с промежуточным валом. Соответственно, подшипник также меняется и меняется стопорное кольцо. На пробегах свыше 150 тысяч километров такое явление является нормой. Поэтому надо своевременно менять подшипник. При замене подшипника из шлицового соединения вытаскиваем. Поэтому Меняем полностью. Да. Цена вопроса. Цена вопроса в районе там 240. У тебя есть что-нибудь меньше там сотнями тысяч? Дворники. 11 тысяч рублей. 200 тысяч рублей, ё-моё, 250 там, 350 там, 250 здесь. Уже 600 тысяч рублей. Далее, как я говорил, то есть по фазам ГРМ, то есть это муфты у нас, цепи, тоже весь комплект ГРМ, раз ты его ни разу здесь не менял. У нас в Ксендре, то есть Ксендре диагностика, это у нас дилерская программа. В этом сканере показывает то, что значения у тебя уже превышены, они уже выходят за границы значений заводских. Соответственно, я поэтому тоже буду рекомендовать менять две муфты. Две муфты, натяжитель. Так, при разборе обнаружили вот здесь вот что-то похоже на микротрещину. На видео, возможно, плохо видно. Вот прям по центру, вот здесь. Вот она. Она вот здесь есть и по диагонали с этого конца идет. Но она не соединяется. Вот. Цепи, то есть тоже одноразовые, то есть моменты там есть, где-то 255. Плюс еще 255. Плюс 255, да, фикс прайс. Обалдеть. Это было 600 тысяч, еще 255, 700, 855 850 тысяч. примерно, да. Но это еще не все. То есть у нас дальше по списку, но уже идет на убывание. Идет также рекомендация по замене лобового стекла. Обязательно меняем, да. Стекло тоже рекомендую оригинальное Mercedes. Вот, чтобы меньше было бликов. Во-первых, тебе самому будет комфортнее, особенно то есть в ночное, вечернее время, то есть сумрак и тому подобное.
И у нас могут быть ошибки по камерам. У тебя стоит на лобовом стекле за зеркалом заднего вида центральным, у тебя стоят там датчики, стереокамеры стоят. Соответственно, из-за них, вернее, из-за плохого стекла у тебя также могут быть ошибки. То есть из-за искажения, да? Да, из-за искажения, то есть они это видят, и потом появляется ошибка. Чтобы в дальнейшем такого не было, я рекомендую все-таки Только оригинал оригинал. ставить. Давай ставим. Цена вопроса. Цена вопроса в районе 90 тысяч рублей. Это с учетом оригинального герметика, это с учетом замен. Так, к лобовому стеклу также меняются у нас дворники. Это обязательно. То есть к новому стеклу новые дворники идут. По коробке передач тоже есть вопросы. В плане? В плане того, что масло там чуть жженое, имеет запах, и цвет уже, соответственно, не тот. А в оригинале должно быть новое масло, оно желтого цвета. У тебя оно уже почти черное, что-то между коричневым и черным. Поэтому небольшой запах имеется. Обязательно полная замена. Обязательно меняем масло в гидроблоке. То есть там есть небольшой болтик, который тоже одноразовый. Его тоже мы меняем. Полный объем в районе 10 литров у нас выходит. Поддон пластиковый, в поддон встроены 2 фильтра. Поддон тоже меняется. Болты алюминиевые меняются. Трубки пластиковые. Соответственно, это детали разового монтажа обязательно к замене. Так, при замене масла в коробке на Мерседесе у нас вот такой вот поддон используется. 2 встроенных фильтра. Масло 10 литров. Также оригинал. Соответственно, трубки, одноразовые детали монтажа. Болты и вот такой нюанс небольшой. Это у нас болт гидротрансформатора. То есть обязательно меняется и обязательно с него сливается, чтобы заправить 9,5 ориентировочно литров. Далее у нас идет привод и промежуточный вал. Также деталь разового монтажа, гайка и, соответственно, все у нас оригинал. Так, сняли поддон. Так у нас выглядит гидроблок. Сейчас мы будем это все вымывать, промывать. Соответственно, старый поддон, фильтра, ну и состояние масла видно. Здесь у нас магниты находятся, на которых все скапливается. Ты знаешь, по поводу моторного масла. Есть у нас чувак, он привозит из Америки моторные масла. Последние 2 года, как только уехал Мерседес, из России уехал Мерседес, я таскал их из Германии сам, пока была такая возможность. Потом я перестал туда ездить, и я нашел этого пацана. Он таскает якобы из Германии, якобы из Америки масло. Я брал у него масло по 12 тысяч рублей, я вот помню. 12 тысяч рублей он мне привозил 6 литров масла. Не могу сказать, оригинал или нет, бог его знает. Но сейчас, как ты сам говоришь, очень много контрафакта. Но это я свое оправдание, что я и старался заливать. Но ты видишь, что там что-то совсем другое. Смотри, по поводу оригинальности все-таки запчастей, к сожалению, особенно с 2022 года, это никак не регламентируется, не проверяется. И примерно 90% всего, так скажем, оригинального на самом деле является контрафактом. Контрафакт. Не только на маркетплейсах продается, не только на Авито, также, к сожалению, продается и на интернет-магазинах крупных. Порой, то есть, клиенты привозят, закупают в известных, в крупных интернет-магазинах и приезжают, к сожалению, с контрафактом. Проверить это очень сложно, только человек, который там почти каждый день этим занимается, в руках трогает, он видит, что это контрафакт. Например, канистра моторного масла не может стоить там в районе 3000 рублей. Это если европейское масло, оригинальное Mercedes-Benz, оно не может стоить, потому что его стоимость где-то в Европе в районе 55-60 евро. То есть оно никак не может здесь у нас стоить в районе 3000 рублей. К сожалению, такие варианты у нас есть даже на маркетплейсах. Я тебе больше скажу. Я вот эту машину после ухода Мерседеса обслуживал, не будем говорить сейчас, у одного специализированного сервиса. Они мне поменяли масло,
У меня как раз из Германии шло масло свое. Но мне пришел уже срок ТО, и я не стал ждать. Говорю, у вас есть оригинал? Он говорит, да, говорит, у нас есть оригинал. Они мне показали даже масло. Я говорю, все, льем его. Они мне залили. Вот ты говоришь, да, вот 3000 не может продаваться, вопросов нет. Но есть такие сервисы, которые мне вот это же масло вместе с ТО, они у меня брали за одно ТО где-то в районе 25 тысяч рублей. Что я хочу сказать? Они брали деньги за вот этот контрафакт по цене оригинального масла. Почему контрафакт? Потому что ровно через неделю, как только они мне сделали ТО, у меня загорелась ошибка долить литр масла. Я приехал к ним, я говорю, ребята, что за масло вы мне залили? Оригинал. Я говорю, а что он тогда просит литр долить? Они вытащили мне баклажку, прям литровую пластиковую бутылку, и там литр масла. Она говорит, вот, говорит, тебе масло. И я как-то насторожился, но я залил. А потом через неделю приехала моя машина, я поменял масло, у меня не было каких-то других проблем. Рядом с тобой стоит оригинальная бочка масла. Это бочка масла Эмбарус. То есть это с 22 года оригинальные масла пошли в такой канистре, в такой бочке. Вот. А чуть дальше стоит европейская. И, соответственно, цена вопроса. Почти, даже не почти, а более чем в 2 раза цена. 3 месяца мы ее ждали. Она привезена из Эмиратов, там где-то даже написано, там, вот, Джебел Али, Дубай. Вот, поэтому мы заливаем только оригинал, только Мерседес, поэтому в дальнейшем, чтобы не было проблем. Понятное дело, что от одной замены, даже более-менее хорошего масла, скорее всего, проблем не будет. Но, как ты говоришь, лучше залить хорошее масло, то есть не контрафакт, чем купить там якобы оригинал, Да, и попасть потом. и попасть на него, да, потом. То есть вплоть там до, ладно, ты услышал там звук, например, какой-то, решил поменять масло, но бывают такие, которые, например, либо Добивают. там женщины ездят, да, то есть они не прислушиваются, ну, ездят, как бы, но посторонние звуки появляются, вплоть до там износа, например, вкладышей и, соответственно, капиталка. И далее у нас тормозные диски, передние тормозные диски, не знаю, они у тебя стоят оригинал либо не оригинал, но они все у тебя идут волной. То есть, во-первых. Во-вторых, они у тебя изношены до минимального размера. То есть у тебя они перегреваются быстрее. Вот, и, соответственно, у тебя, наверное, есть биение, вот это чувство дрожания, появилось, в руле, да. оно, наверное, дает. Да. Цена вопроса. Цена вопроса в районе 80 тысяч рублей. То есть это 80 000 передние рублей. диски колодки, датчик износа и задний датчик и задние колодки. Передние диски вентилируемые, я их покупал, знаешь где? Покупал в официальном дилере Mercedes-Benz в Казани. Вот по дискам тоже, то есть диски колодки это расходники у нас, очень много контрафакта, поэтому всех хочу предостеречь, то есть если вы видите цену на Авито, то есть цена диска, например, там 5000 рублей, 7000 рублей за передний диск, таких цен не может быть. Не может быть. Не может быть. Хотя коробка, да, будет она Mercedes, все там шильдик, то есть в принципе ее подделать не так сложно, то есть это обычно картонная коробка, там, коричневого цвета, обычного цвета, и просто наклейка Mercedes. Ее, то есть, подделывают только, то есть, на раз-два. В любую типографию зайти, то есть, распечатать, заклеить, болванку они эту делают, туда также клеймо ставит Mercedes, то есть, никак не узнать. Поэтому лучше покупать только в проверенных местах, либо заказывать, то есть, самому где-то у проверенных там поставщиков с Европы. К сожалению, на этом делают огромные деньги. Где вот найти только хороших поставщиков, добросовестных ремонтников, вот, как ты, вот, которые делают? И надо искать профильные клубы, профильные сервисы, потому что люди, когда понимают, мы, например, вот занимаемся только Мерседесом и Land Rover, и стараемся не брать другое, потому что много нюансов, тонкостей, то есть Всё много правильно. надо специнструментов, Да-да. много знаний, то есть чтобы углубиться. А когда берешь все подряд, то есть мультибренд, и получается только поверхностно, там, более-менее Да, как-то да. знаешь, но нюансов, например, определенных не знаешь. Поэтому к нам некоторые приезжают с других сервисов, потому что, например, меняют масла, фильтра, колодки, для этого много ума не надо, честно говоря. А потом, когда начинаются проблемы, какие-то тонкости, начинают искать уже профильные сервисы. Либо дилеров, либо профильные сервисы. Дилеров как таковых не осталось нормальных. Вот. Я рад, что я тебя нашел. Спасибо. Я вообще не знал, что ты открыл свой сервис. Если бы я знал, я бы давным-давно обслуживался у тебя. Смотри, еще момент по поводу предыдущего твоего обслуживания.
Такие моменты, как, например, вот здесь уплотнительное кольцо у нас есть на впуске. Я тебе сфоткал, отправил, Да. то, что оно как бы было надорвано. Его посадили на герметик и поставили. То есть момент такой, то, что тебе могли сказать, даже если по наличию нету, могли бы заказать, ты бы подождал, привез. То есть либо они его сами порвали, либо оно было надорвано. То есть, к сожалению, мы этого сейчас уже не узнаем. То же самое с фильтром салоном. У тебя был посторонний шум. К сожалению, у тебя фильтр салона был установлен некорректно. То есть он Наоборот, вверх ногами, да. вверх ногами был установлен. По поводу фильтра. Фильтр был установлен некорректно. То есть мы здесь видим замятие. Вот. В принципе, из-за этого могли быть посторонние звуки. И возьмем вот эту наклейку. Да, и вот здесь у тебя наклейка о замене масла. Здесь объем указан 5,5 литров. То есть, когда как он идет у нас объем моторного масла 6 литров. Объем не такой большой, то есть это не 9 литров, не 10 литров, чтобы там пол-литра все-таки имеет место быть для такого двигателя. Датчик давления масла в поддоне, у тебя он замазан герметиком, то есть посадили его на герметик, видимо его при каких-то работах повредили, то есть как-то задели и просто тебе там замазали. Не скажем, говорили герметиком. мне вообще об А ты этом как не бы говорили. про это не в курсе, не знаешь. Для такого пробега, да, у меня сейчас 250 тысяч километров пробег, это нормально такой ремонт? Если бы ты это делал каждый год, то есть в профильном сервисе либо у дилера проводил бы то у тебя таких проблем бы не было. Вот, соответственно, оно бы растянулось, вот эта сама сумма у тебя растянулась и была бы Незаметно более. Да, она была, во-первых, дешевле бы, а во-вторых, как бы не такой значительной. Далее у нас касаемо это GLC, E-класса, C-класса, у нас сильно нагружены передние редуктора. Обязательно через то мы это делаем проверку, то есть состояние масла, потому что идет износ, то есть они, как я говорил, сильно нагружены. И по опыту где-то мы, наверное, каждые 50-70 тысяч километров делаем замену масла в переднем редукторе. Тоже, то есть всем рекомендуем, чтобы хотя бы делали проверку, то есть на 100, у кого данные такие автомобили имеются. Так, это масло у нас в переднем редукторе. Надеюсь, видно вот это все. Пыль, стружка. Обязательно у нас будет ТО полноценное. По фильтру воздушному я хотел сказать. Фильтр воздушный, да, он стоит не оригинальный, но он у тебя весь забитый. То есть явно его не меняли на прошлом ТО. Самое основное, то есть воздушный фильтр это все-таки легкие двигатели, да, и обязательно надо при замене масла, при замене масляного фильтра менять также воздушный фильтр. Поэтому то есть здесь будем проводить полное ТО, то есть замена всех фильтров. Ну, соответственно, масло моторное в любом случае меняется при таких работах. То есть масло мы это сливаем, заливаем промывочное масло, работает на промывочном масле, на новом масляном фильтре. Соответственно, потом снова также меняется масляный фильтр и уже заливается масло у нас оригинал мерседесовское. Для такого пробега, как я и говорил, даже с учетом того, что ты так активно так ездишь, это очень даже хорошо. То есть обычно кто активно ездит, там газ-тормоз условно, они каждый там 140 меняют муфты цепи. Это то, что мы выявили только предварительно. То есть, возможно, во время ремонта, то есть разбора будет еще что-то проявляться. Поэтому это только предварительно такой список по работам. На сегодняшний день примерная стоимость ремонта сколько сейчас выходит? Примерно около 1 100 000 рублей. Это с учетом того, что все запчасти у нас оригинальные, как бы все новое, ничего, то есть бушного здесь у нас не будет использовано. Вот, и, соответственно, цена как бы здесь еще не заключительная. Возможно, то есть будут изменения цены в большую сторону, потому что во время работы еще может что-то где-то мы найдем. Выявится, да. Да. Тенет дейді, хавал дейді, фаф дейді. Мен 200 мың қосып берсем, 300 мың қосып берсем, мына УАЗик сатып алуға болады. 1 600 000 рубль деп тұр. Үстіне 200 мың рубль қосып берсем, мен мынандай новый москвич сатып алуға болады. Хавал, Джулион. Мәссаған, СМ, СВМ дей ма, не дейді. Мынау не?
бір ремонтқа беретін ақшаға мынандай машина сатып алуға болады екен. Қытайдан келіп жатқан машиналар ғой мынаның бәрі. Базар жоқ. Айттым ғой, қытайша жазылып тұр бәрі. Подогрев задних сидений. Мен даже Мерседесімде жоқ подогрев задних сидений. Нан қарасай, бәрін пичкететіп тастапты. Камерасын қарасай. Кондиционер, обогрев, анау, мынау, массаж, көтіңе массаж істеп береді простатыңа дейін. Осының барлығы, мынаны қара, Яндекс Музыка, карты, анау, мынау, зеркала, дискісін қарасайна. Фарын қара, BMW ғой мынау мәсаған. Короче, осы көлік 1 292 000. То есть менің мына ремонтыма кетіп атқан ақшаға мына көлікті сатып алуға болады. Хавал Джулион 1,5 400 000 тұр. Барасында алып кетесің салоннан. Қытайдың өтектеріне әлі келеміз әлі. Бұл туралы айтатын әңгіме көп. Өте көп әңгіме. Қытайлардың енді базар жоқ. Істеп атып, мұнан қарса, бет әлпетін қарса, ауышып кеткен ғой мына машинаң деген. Қытайлықтар бүйтіп істей алмайды. Стопудовы Шымкенттің жігіттері мынаны істегенше, действительно енді дерзкий болып тұр ғой мынау. Бұл Чанган, Джику, Теннети, Черри, Омода. Омода C5 АВД дейді. Мәсі, не керек? Экран керек па? Беспроводной зарядки керек па? L9 Pro 34 миллион теңгеден тұр міне. Так, сурет әлі не загрузился. 34 миллион теңге. Біздегі бағасы міне 60 миллионнан асады. Бүгінгі курспен санағанда. 34, 60. Екі есе қымбатына. Екі есе қымбат. Менің қарап отқан көліктерім міне мынандай көліктер. Так, новый GLC AMG қарайтын болсақ, мынандай AMG Mercedes бар екен. Дәл менгіндей, просто AMG и жылы жана новый генерация уже рестайлинг жасалып тастаған. Екі выхлопы бар, короче, 43 дегеніміз бұның капоттың астында 2 литрлік двигателі бар, короче. Дәл біздікіне просто прокачать етіп тастаған ғой. Салоны басқашаға көріндер ма? Как? 11 миллион рубль, короче. 12 миллион рубль ғой. Теңгемен санағанда почти 79 миллион теңге екен мына машина. Қазір уже 80 миллион теңге болып тұр ғой бізде. Так, Ауdi'ң бар, 6,5 миллион дейді, A5. Так, Q8'ың бар, 15 миллион. X6'ың тұр, міне 17 миллионнан. Короче, ладно, біз бұндай машинаны қарамай қойық, қарасақ бір конкретно ценовой категория мына 7 миллион рубльге дейін. Так, 6 миллионнан бастап. X1 BMW 5,5 миллион, Audi A5 6,5 миллион. Так, Жапонияны алатын болсақ, Toyota Highlander қарағанмын мен негізінде. Toyota Highlander қазір 6 миллион рубль. Мен көлігімді примерно бір 5 миллионға сатып жіберуіме болады. Примерно енді. Оның орнына осындай новый Highlander алуға болады. То есть мен ақша қоспаймын үстіне. Просто барасында сатып аласың. Так, Infiniti 60-тық бар екен. Так, ну, в принципе, все. Toyota қарағам. Мен негізі шынды айтсам, алдында мен действительно Toyota қарағам. Мен мынандай тамаша Highlander мініп алуға болады екен. Бірақ жолдасымда менде бар осындай Toyota. Мен соны көріп, шамалы айнып қалғанмын. Сұр торпеда, салоны бежевый, ағаштан істелініп тастаған. Не керек енді саған дейсің ғой? Люгі барына, басың шығаратын болсаң. Проекциясы бар. Артқы ряды бар. Мыняққа енеңді отырғызып қоюға болады. Так, артында не бар?
подогреві бар, обдувы бар, анау мынаусы бар енді задний сиденье. Ол тоже нормально. Мынау управление ғой, алдыға жібересің, артқа жібересің, короче. Қатының мазганы с***са алдыға қарай жабыстырып тастайсың. Так, ну, короче, осындай машина. Так, Infiniti. Infiniti тоже ничего. Новый. Ну, примерно енді бағасы бірдей болғасын, енді біріне ғой. Ценовой категория и мына бет әлпетінде көріндер ма? Қытай жақсы болды, не жоқ, соның бәрі келіп жатыр ғой Қытайдан. BMW жоқ па? BMW келіп жатыр. Infiniti жоқ па? Міне Infiniti де Қытайдан келіп жатыр. Мынауың шамалы более аппаратқа ұқсайды енді. 6.750.000. Бля, ми қатып кетті. Не істерімді білмейін. Или ана машина ондап тұру керек, или оны сатып бірдеме алу керек мынандай. Subaru Forester 6 миллион. Короче, бәрін айтты, бірін айт дейді. Бізде міне тұр. GLC купе емес даже. Бұл обычный хэтчбэк GLC. 11 миллион. Рубльмен санағанда 11 миллион болып тұр. 73 миллион теңгемен санағанда. Дәл сондай сурет шықпай жатыр пока. Дәл сондай, бірақ купе уже 300-дік менкіндей 45 миллион теңге. 73 қайда, 45 қайда. Почти 2 есе ғой баға деген мынау. Ондай баға жететін. 17 миллион, 9 миллион, 11 миллион, 4 миллион А-класс бұндай болған, мен де айтпақшы. Жаңа айттым ғой, А-классымды саттым деп. Осындай бірақ хэтчбэк болған. Қытайдікі ғой уже. Короче, неге дейсің ғой бұндай баға? Мен ойлағам, Қазақстанға барып алып кетпеймін ба деймді. Қаншама туысқандар бар, соның атын оформить етіп қойып болмайды. Өйткені бізге келетін болсан, шекарада сұрайды, мына машина қайқа бара жатыр дейді. Мен айтамын, мінуге алып келе жатырмын. Онда бар, временный ввоздың ақшасын төле дейді. 45 миллион теңгенің жартысын төлейсің. Жоқ емес, бар ғой. Новый машинаға кірсең, Мерседесің керек па, BMW-ң керек па, Audi-ң керек па, бәрі бар, базар жоқ. Бірақ бағасы Қазақстанмен салыстырып қарайтын болсаң, 2 есе бағаны. BMW X5 2025 жылғы 17 миллион рубль. Келіп жатыр ғой, бұның бәрі келіп жатыр. Қанша санкция болсын, анау болсын, мынау болсын, нормально тачка мінгісі келген жігіттер мініп жүр міне. Міне X6 тұр міне. 15 миллион дейді. Короче, жолдастар, не істейміз енді? Или барып ремонт жасаймыз, или мынандай бір Қытайдың өтегіне мініп аламыз. Сол басқа енді не жоқ. Қытайдың японский бір өтеге алып аламыз да, сонымен жүреміз. Басқа мен вариант көріп тұрған жоқпын. Қымбат машина алғым келеді, бірақ оған ақша жоқ. Мен мынандай, допустим, 17 миллион, 100 миллион асып кеткен ғой мынан бағасы. Бұл енді действительно машина, бұған отырғанда машинаның иісі шығады енді. Конкретно.